Песни, танцы и стихи сегодня в новом здании отмечают второе рождение школы. Учащиеся продемонстрировали свои таланты, выступив с хореографическими и вокальными номерами. Не пилот, он и не капитан, корабль, который ведет в океан. И звездочек с неба пусть не хватает, зато странных знаний дверь открывает. Руководитель субъекта ознакомился с техническими условиями, осмотрел помещение и познакомился с педагогическим коллективом. В организации есть все необходимые условия для полноценной учебы, что позволит качественно вести учебный процесс и будет способствовать раскрытию талантов детей. Она состоит из нескольких блоков пятиэтажного кирпичного здания, учебного корпуса с просторными классами, которые отвечают всем современным требованиям, столовой на 380 посадочных мест, трехэтажного спортзала, бассейна 25 на 12 метров, зала хореографии и стадиона. Мощность школы 745 ученических мест. Слушай, ну вот проекты строят. Очень светлая, теплая. Для себя строят, да? Это учебная. Да, учебники. А здесь наглядные материалы для учителей предметников. Это методический кабинет. Да, здесь очень хорошее наглядное пособие. 3 спортзала. Да, спортзал. В те годы такая. Это у нас серьезный вопрос возникает, потому что по 3 урока учебной физкультуры в учебном плане. Нет, если можно, то какие-то секции открыть. Да, Можно, да, разрешается обязательно, же? конечно. Разрешается, Дополнительные да? Директор спортивные пусть секции. соглашение заключит, и пусть они могут платить. Могут. Да? Да, Ну много вот. очень. Возьмите, зарабатывайте. Да, и бассейн также можно для детского Да? населения использовать из других школ. Только соглашение. Аккуратно. Потому что там нужно инструктор, чтобы был, Да. фельдшер был, там все эти вещи учесть, Сопровождение. чтобы у вас не было проблем. Махмуд Али Калиматов поздравил присутствующих и отметил, что у школы уже есть своя история, которую надо ценить и обогащать новыми достижениями и успехами. Руководитель региона делал особый акцент на развитие родного языка. Те задумки, которые изначально были, заложите школу, построить ее. Чувствуется, пройдя по помещениям, я раньше и выходил, где двор, прилегающая территория. Чувствуется, забота была и на будущее, чтобы детям было здесь уютно и прекрасно. Загруженность была. Вот эта ситуация, которая сложилась сегодня, она радует детей, в первую очередь, конечно. Ну и думаю, мам, пап. У нас самые добрые, хорошие дети. Вот. И что мы сегодня, взрослые, не считаясь со временем, не считаясь заботой о других вещах, у нас их много у взрослых, но надо всегда находить время для детей. А дети – это не только 1, 5 класс. Поверьте мне, и в 11 классе они все равно наши дети. Поэтому я хочу искренне поздравить, ну и родителям сказал бы, пожелал бы. Вы обязательно слушайте их. У них много вопросов. Они идут потихоньку, познавая жизнь. Самое главное, что в этом здании получали хорошие знания дети. Классы великолепные я посмотрел. А хотел бы, чтобы вы настраивались на знания. У нас педагоги, я прошу вас, вы этому тоже надо уделять внимание. Значит, надо на повышение квалификации направлять наших учителей. Его прям слушать приятно. Я хотел бы, чтобы мы заслуженно занимали в доброй семье нашей России достойное место. Мы его занимаем. Но я хотел бы еще олимпиады, чтобы мы выигрывали. Знаете, региональные, российские, международные. Вот. И гордиться. И родители. Ну и мне дайте тоже погордиться вами немножко, понимаете?
При поддержке федерального центра в Ингушетии планируется к 2025 году построить 20 школ. Это свыше 12 тысяч ученических мест. Ежегодный прирост учащихся при этом составляет 3000. Тамара Хашагульгова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.